В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Якутия готовится к зиме. Отопительный сезон стартовал в 4 районах республики. В арктических районах завершается ремонтная кампания на объектах ЖКХ. Тамбонский район присоединился к вахте памяти. Сегодня в Хандыге республиканская экспедиция встретилась с тамбонской делегацией. В селе Амга открылся уникальный ретро-музей СССР, созданный по инициативе местной предпринимательницы. Жители села объединились, чтобы собрать коллекцию предметов советской эпохи. В 4 районах Якутии – Алайховском, Анабарском, Нижнеколымском и Жиганском – официально дан старт отопительному сезону. Как сообщил генеральный директор ЖКХ республики Виталий Чикачев, подготовительные работы к зиме идут по плану и направлены на обеспечение бесперебойной подачи тепла и воды. В Жиганском районе проводится масштабная модернизация котельной «65 лет Победы». Устанавливаются 4 новых котла повышенной мощности и ремонтируются действующие. В арктических районах республики ремонтная кампания подходит к завершению. Национальная библиотека готовится к вековому юбилею. В здании библиотеки идет капитальный ремонт, который уже выполнен на 90%. Строители обновили облицовку, заменили полы, в вестибюлях покрасили и уложили плитку на лестничной клетке пожарного выхода. Установили лестничные пролеты с 1 по 4 этаж, а также заменили старые деревянные окна и полностью отремонтировали потолки. Сейчас рабочие демонтируют витраж служебного входа и занимаются фасадом. 90% работы сделали. Осталось у нас основная витраж. Если это они установят, этим мы заканчиваем эту работу. Это первый этап. Второй этап в следующем году, в 2026 году будет. У нас там 3-4 этаж. Читальные залы, фойе, мы уже готовы. Там цементом все сделано. Дизайн тоже начали делать. Сейчас мы ждем и утвердим, и будем уже ждать следующий год. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Якутии продолжает комплексную поддержку участников СВО и их семей. На сегодняшний день на учете состоит 186 человек, включая демобилизованных и раненых бойцов. 20 человек ожидают получения необходимой помощи. Заявки от них уже направлены на рассмотрение, причем 16 из них уже одобрены. В зависимости от индивидуальных потребностей бойцы будут обеспечены инвалидными колясками с высокой проходимостью, протезами, адаптивной одеждой и автомобилями с ручным управлением. В целях адаптации жилых помещений нами оказывается действие 25 ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Одобрены заявки на адаптацию 20 инвалидам. 10 ветеранам боевых действий завершили адаптацию жилого помещения. Еще 8 инвалидам в процессе доставки оборудования и монтажа. В рамках своих полномочий работаем Центром протезирования «Ортомед Плюс». Производится доплата к электронному сертификату, выданному Социальным фондом России, если стоимость протеза по сертификату ниже фактической стоимости протеза. Вахта памяти достигла Хандыги. Сегодня выездная экспедиция, посвященная 80-летию Победы, прибыла в поселок, где к республиканской группе присоединились представители Тамбонского района. Подробности далее. В Хандыге на площади Победы в торжественной обстановке состоялась церемония возложения венков к памятникам героев Советского Союза, легендарному снайперу без промаха Федору Охлопкову, Владимиру Лонгинову, полному кавалеру Ордена Славы Ивану Коловичу, летчикам перегоночной авиации Аляска-Сибирь Федору Салову, Ивану Рать и Михаилу Сухлецову, погибшим во время авиакатастрофы в 1943 году. Это будет как бы приобщение к тем годам, тем сложным для нашего государства годам. Но у нас была тогда победа. Любая война, она все равно заканчивается, сколько бы она ни была, где бы она ни была. Конечно бы лучше бы, чем скорее, тем лучше. И хотелось бы пожелать, чтобы у нас меньше было ветеранов боевых действий. Далее группа продолжила свой путь в местность Качаличан, что в 280 километрах от райцентра. А оттуда она двинется в горы, к месту крушения самолета в годы Великой Отечественной войны, где торжественно установит памятную плиту. Также в планах экспедиции посещение лагерей ГУЛАГ и мемориалов Алсиба. И для нас, конечно, это очень хорошее мероприятие. Это память, это преклонение погибшим,
воинам. Ну и преемственность поколений, преемственность, которая нас связывает, ветеранов с молодежью. По словам руководителя экспедиции Николая Гребенникова, «Вахта памяти» – это не поисковая экспедиция, а военно-патриотическая. В составе делегации 4 поколения – дети войны, ветераны боевых действий и школьники. Задача акции – сохранить память о событиях прошлых дней для будущих поколений. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Якутске стартовало августовское совещание работников образования. Главная цель форума – обмен опытом, обсуждение современных вызовов и поиск эффективных решений для развития системы образования республики. В этом году программа форума построена по 5 ключевым направлениям: актуальные вопросы образования, образование и семья, образование и технологии, а также производство и наука. Минпромпросвещение России утвердило график каникул на новый учебный год для школ, обучающихся по четвертям. Учеников ждут каникулы с 28 октября по 3 ноября, с 31 декабря по 11 января, с 28 марта по 5 апреля следующего года и летние каникулы с 27 мая по 31 августа 2026 года. В ведомстве напомнили, что продолжительность каникул должна быть не меньше 7 дней. В новом учебном году введено много нововведений. Об основных из них расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. Какими-то изменениями в системе образования по большому счету уже никого не удивить. Они появляются каждый год и всегда как-то точечно охватывают тот или иной вопрос. Однако в этом году к нововведениям Минпросвещения РФ подошло, скажем так, глобально. Ведомство обратило внимание на расписание уроков. Сегодня министерство завершает работу по составлению единого расписания для школ. Мера позволит выявить нагрузку на учителей, а также сколько уроков и для какого числа учащихся провел педагог. Но и это еще не все. Единое планирование установит и количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские. И это количество не должно будет превышать 10% от общего числа уроков по программе. А еще единое расписание поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть. Ведь еще недавно только по биологии насчитывалось свыше 15 вариантов образовательных программ. При таком раскладе упущения по какому-либо предмету при переезде было не избежать. Кроме того, оптимизирована в этом году будет и учебная нагрузка на школьников с 1 по 9 классы. Имеются вариации в зависимости от принятого образовательного плана, но в целом норма часов ограничивается рамками. Для первых классов до 653 часов, со 2 по 4 до 884, в 5 до 1088 и так далее. Кипит работа и в Госдуме. Недавно парламентарии анонсировали законопроект, согласно которому школьникам разрешат бесплатно ездить на городском транспорте. Как подсчитали депутаты, проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в 2 с лишним тысячи рублей ежемесячно. И это не принимая в расчет поездки по секциям, кружкам, да и в целом куда угодно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше, а ведь ребятам надо еще ездить на кружки и секции, в гости, да мало ли еще куда. И уже набегает немалая сумма. Мы считаем, что нужно освободить семейный бюджет от этих трат, а заодно и прекратить извечное противоборство между контролерами и юными зайцами. Отмечу, что в примеры реализации инициативы парламентарии приводят Москву, где школьникам с 5 класса уже предоставляется право на льготную оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта. Впрочем, в пример можно привести и Якутск, где правом бесплатного проезда пользуются многодетные семьи. В Якутске стартовал республиканский турнир по стрельбе из лука памяти Михаила Федорова, прокурора СССР и основателя высшего юридического образования в регионе. Двухдневные соревнования, проходящие на стадионе Туймада, являются отборочными на Кубок Генерального прокурора России, который состоится в сентябре в Казани. В этих соревнованиях участвует 86 спортсменов в общем из 13 районов и улусов. Они
соревнуются в упражнениях классический лук и блочный лук в возрастах юниоры, юниорки с 18 до 21 года и юноши и девушки школьные возраста. Ежегодно 19 августа, согласно традиции, православная церковь празднует Преображение Господне, известное в народе как Яблочный Спас. Праздник один из важнейших, ведь посвящен земной жизни Иисуса Христа, когда во время молитвы с 3 учениками произошло явление божественного величия и славы. В народном календаре у восточных славян этот праздник означает наступление осени. В Преображенском кафедральном соборе прошла божественная литургия, крестный ход и, самое главное, освящение. Ведь только после него можно вкушать яблоки и прочие блюда из плодов нового урожая. Мы привезли икону, которая прошла весь фронт Дмитрия Солунского. Икона помогала бойцам сражаться с врагом. Бойцы приводила их к вере Христовой. Дмитрий Солунский, покровитель воинов. Эта икона крестным ходом доехала сюда до места назначения. Сегодня будет обнесена вокруг храма крестным ходом и по благословению владыки Романа отвезена в определенный храм, район. На днях в Амге по инициативе предпринимательницы и общественницы Натальи Шишигиной распахнул свои двери ретро-музей СССР. Под музей Наталья Ивановна выделила свое здание на окраине села, где несколько лет назад держала аптеку. Односельчане помогли привести территорию в порядок, а также с удовольствием поделились ретро-предметами. Благодаря общим усилиям удалось собрать коллекцию советской посуды, книг, музыкальных инструментов, игрушек, мебели. Музей состоит из нескольких зон и является общественным проектом. Идея пришла, конечно, как-то моментально. Мы про музей стали думать с ноября месяца. И в это время зиму собрали эти все экспонаты и подарили местные жители. Благодаря им сегодня мы открыли музей. Но музей будет не такой, как музей, который краеведческий, но именно это быт Советского Союза. И с одной стороны он будет трогательный, тут могут подойти читальный зал, сидеть, читать газету, дети могут играть, посмотреть диафильм, денды могут играть. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.